Аузбилляхи минаш шайтанир раджим, бисмиллахир рахманир рахим, ассаламу алейкум, салам машаду махвашка. Я приветствую всех наших слушателей, зрителей, всех, кто сегодня с нами. Последний наш разговор закончился на том, что я обещал ответить на вопрос Нашхо, который был задан мне на русском языке. Я повторю этот вопрос, чтобы напомнить нам, о чем мы будем с вами говорить. Нашхо. Ахмед Закаев в пятичасовой передаче Рамзан попросил ваших бывших соратников создать комиссию и вынести решение в связи с 30-летием Ичкерии. Скажите, пожалуйста, даже если они создадут эту комиссию и примут какое-то решение или же вынесут вердикт, а какую роль тогда сыграл Ахмад Кадыров в начале Второй войны и предательство своего законно избранного президента и своих соратников? Так. Дело в том, что итоги подводить будет не Рамзан Кадыров и не его соратники, итоги будем подводить мы после деоккупации нашей страны. Иншаллах, да Аллах. И вердикт по этому вопросу выносить тоже будут не они, а будет выносить Национальный трибунал по военным преступлениям Чеченской Республики. И я уверен в том, что в большей части этот вердикт будет касаться и тех, кто сегодня бесчинствует в Чечне от имени российского президента, от России. А теперь касательно второй части вашего вопроса, Нашхо, относительно роли Кадыровых в этой войне или в национальной трагедии. Предателей Кадыровых и их роль в современной национальной трагедии чеченского народа. Этот вопрос требует немного предварительного экскурса в историю, потому что то, что сегодня мы имеем в Чечне, это было начато очень давно, несколько столетий назад, с первого момента соприкосновения России и чеченцев. То есть, когда Россия в результате захватнических войн приблизилась к границам Чечни и началась затяжная многовековая война и многовековое противостояние, которое продолжается по сей день. В этом вопросе есть очень важные моменты, которые нам необходимо отметить. Они непосредственно связаны с Кадыровым. Дело в том, что изначально Россия пыталась иметь или создать свою пятую колонну в чеченском обществе. Чеченское общество тогда очень сильно отличалось от того, что происходило не только в самой России, где честь и достоинство человека или человеческая жизнь ничего не стоило. То есть было крепостное право, это были рабы и рабовладельцы, хотя тогда это назывались крепостными крестьянами, но это был тот же принцип рабовладельчества. А в Чечне чеченское общество, оно было исключительно равноправным и даже близкого того, что происходило тогда в России, этого не было в Чечне. А в последующем целом на Кавказе России удалось создавать такую свою элиту, пророссийскую элиту. Это в Кавказской, особенно в Грузии, это тысячами людей увозили из Грузии, они их воспитывали и потом перевозили и делали ставку на эту свою элиту. То же самое происходило и в других северокавказских республиках, Дагестан, Кабардино-Балкария, где российские захватчики назначали своих князей, давали княжеский титул, и вот они уже со временем начинали влиять и на общество в своих республиках, и, естественно, оказывали большую услугу Российской империи, которая устанавливала свои порядки на Кавказе. И, в свою очередь, это очень способствовало тому, что Россия закреплялась на Кавказе, созданию таких княжеских кланов,
среди народностей Северного Кавказа. Но в Чечне это не работало. Хотя в Чечне они давали эти княжеские титулы, но никто в самой республике, вернее, среди чеченского общества, никто не смел куражиться вот этим княжеским титулом, который им был дан Россией. И поэтому вот за пределами Чеченской республики это работало. А какой выход нашли русские или Россия в этих вопросах? Да, мы не принимали принцип общества, чеченское общество, оно строилось именно на принципе равноправия. Да, это не означает, что у нас не было лидеров. Были лидеры, но наши лидеры являлись первыми среди равных. Глава общества – это Мехкда и Тембяч, военный предводитель. Но их права, их возможности зиждились именно на чеченских традициях, которые были выстроены веками. Это равноправие. И они являлись первыми среди равных. Вот это была отличительная черта чеченского общества на Кавказе вообще, не только в России, но и на Кавказе. И поэтому русским очень не хватало людей, которые могли бы повлиять на это общество. Вот в прошлый наш разговор мы коснулись темы чеченоговорящие. Да? Чеченцы принимали всех, кто нуждался в помощи и поддержке. В частности, это были беглые крестьяне, их принимали, поляки были. Но очень много людей, которые приезжали в Чечню, и они находили, скажем так, сегодня, если что понятно, политическое убежище. И чеченцы предоставляли им защиту от их преследователей. И этот принцип использовали уже русские. Начали внедряться представители других национальностей, которые с годами они учились чеченскому языку в соответствии с чеченскими традициями, они женились на чеченках, за них выдавали замуж, им выделяли какой-то земельный надел. Даже бывали случаи, когда люди их приобщали к своему тейпу. И таких случаев было очень много. Но до выселения советского периода в Чечне был и такой, это тоже была чеченская традиция, вот пришлым напоминали, почти каждый день напоминали им, что они пришли, и чтобы они не забывали, кто они есть. А вот после депортации и после возвращения уже из Казахстана, вот этот принцип отпал. Просто как бы было не совсем этично и правильно посчитали чеченцы, люди, которые пережили с ними вот эту трагедию депортации, выжили в этих казахских степях, в сибирских морозах, по возвращении им говорить, что они не являются чистокровными чеченцами. И вот с этого момента уже сегодняшние последователи великодержавной шовинистской идеологии русизма, они подхватили вот это явление и начали в полную меру использовать вот тех чеченоговорящих, о которых говорил Еврмолов в свое время, когда шла Большая Кавказская война. И вот в связи с этим я хочу подчеркнуть один момент. Если им не удавалось насаждать такие княжеские кланы в чеченском обществе, но им удалось сделать так, чтобы чеченцы абсолютно добровольно принимали религиозных авторитетов и преклонялись перед ними. Не было никогда в случае в чеченском обществе, чтобы чеченец батрачил на кого-то. А вот на детей религиозных лидеров чеченцы это делали. Пока были живы эти религиозные авторитеты, естественно, они, исходя из религиозных принципов и исламских ценностей, они не позволяли никому что-либо делать лично для них. Но в последующем их потомки, которые уже
были подготовлены российскими спецслужбами, тогдашняя это была охранка, они уже это все принимали. И через них уже Россия влияла на чеченское общество. Приведу только один лишь пример в этом вопросе. Это современных, это касается сегодняшних чеченцев, и очень многие это помнят. После восстановления чеченской государственности в 1991 году и после избрания президентом Джохара Дудаева, вот один момент я просто напомню, это потому что в памяти у всех находится. Вот перед президентскими выборами, которые прошли в Чечне 27 октября 1991 году, вот эти религиозные авторитеты, последователи религиозных авторитетов и потомки других религиозных личностей, они тоже поддержали Джохара Дудаева на выборах. Но что произошло буквально через неделю? Когда Ельцин объявил ГКЧП, вот с указом о введении ГКЧП Ельцин назначил временным своим представителем в Чеченской республике Ахмеда Арсанова. Это потомок Дени-шейха. Вот с этого момента произошел раскол в чеченском обществе. Все, кто являлись последователями Накшбандия, они пошли в оппозицию Джохару Дудаеву. И с этого момента уже была заложена вот первая российско-чеченская война. Вот с этого момента вот то единство и тот монолит в чеченском обществе, который сформировался после депортации, он был разрушен. Он был нарушен, и вот с этого момента в Чечне на бытовом, даже среди просто рядовых граждан началось противостояние и непонимание. Вот те, которые вчера выступали в буквальном смысле на стороне Джохара Дудаева, они через некоторое время организовали большие митинги против Джохара Дудаева. Это был мой пример, я по своему примеру это знаю. Человек, который со мной учился, работал, являлся моим хорошим приятелем и даже другом, можно сказать. Я увидел его на театральной площади, на митинге. Я у него спросил, в чем дело, что происходит. Потому что мы с ним позавчера были на другом митинге, на чеченском митинге, которые выступили в поддержку независимости и Джохара Дудаева против ГКЧП. Он говорит, все, сегодня ситуация изменилась, потому что нам наши старейшины сказали, что мы должны принять вот теперь эту позицию. Да, я не согласен с теми, что они говорят, но я ничего не могу сделать. Вот такое влияние имелось вот уже через религиозные авторитеты. Не через религиозные авторитеты, а через потомки религиозных авторитетов. Есть одна книга, есть такой некий Килиматов, с Натеречного района, он написал книгу, вот уже после того, как началась вторая военная кампания, уже в оккупационных структурах укрепились Кадыровы, Кадыров-старший, он написал книгу про Чечню, Чечня в клещах дьявола. Вот в этой книге своей он, в принципе, описал все. И он там уже начал приводить документы из архива КГБ о том, что вот деятели, о которых мы с вами говорили, сотрудничали с КГБ. И в советский период сегодня есть еще живые люди, которые знают, что если после депортации в 1944 году отзывали из этих, мы точно знаем вот эти две фамилии Яндарова и фамилии Арсанова, их отзывали в Чечню для того, чтобы они повлияли на тех чеченцев, которые остались, избежали депортацию и остались на территории Чечни. В прошлый наш разговор на чеченском языке я говорил, что точно так же другие авторитеты использовались, но только их дети использовались. Вот, допустим, сын Зелимхана Харачоевского, Абрека, он был на службе НКВД, и он уже воевал против чеченских абреков, которые оставались в Чечне. И, в принципе, они его на самом деле и убили. Вот эти моменты всегда использовались российскими спецслужбами. То есть, если им напрямую не удалось разделить на классовые деления,
Вот на такого рода деление чеченцы поддались. И вот этот принцип был использован и в начале первой чеченской кампании. Теперь возвращаясь к Кадырову-старшему. Кадыров-старший, как я и говорил в прошлый раз на чеченском языке, он являлся агентом КГБ. Он был направлен в духовную семинарию как представитель религиозной фамилии, потому что Кадыровы, они на самом деле были религиозными деятелями, и вот из их фамилии направили Кадырова-старшего в духовную семинарию. И по возвращению, естественно, он работал под контролем КГБ. И в 90-е и 91-е годы он был направлен в муфтият, чеченский муфтият. И вот к началу первой военной кампании чеченский муфтият являлся рассадником российских спецслужб. Дело в том, что Алсабеков, которого направили с Казахстана в Чечню, он был муфтием, а Кадыров после освобождения, он был задержан за коррупцию, за то, что он похитил деньги паломников, о чем я говорил в прошлый раз на чеченском языке. Он сидел в МВД в подвалах, но в связи с вот этими последними событиями он был освобожден, и он был закреплен как заместитель Алсабекова в муфтияте Чеченской Республики. И, естественно, муфтият тогда сыграл огромную роль в начале чеченской кампании, первой чеченской кампании. Я, как сегодня помню, заявление Джохара Дудаева, это совещание проходило за президентским дворцом, это был декабрь месяц, туда были приглашены председатель Совета старейшин Чеченской Республики и другие религиозные авторитеты из всех населенных пунктов. И Джохар Дудаев во время своего выступления перед ними сказал о том, что он понимает, с кем имеет дело, что он знает, что такое война и чем это грозит для чеченцев и для чеченского общества. Он заговорил о том, что нам все-таки надо бы найти какой-то диалог и выход из этой ситуации, чтобы не началась война. Вот в это время скочили вот эти религиозные авторитеты и прямо просто закричали, прямо в зале: ты нам не угрожай, ты не угрожай нам русскими, мы знаем, что мы делаем, мы не отступим ни на йоту от нашей независимости и от наших политических принципов. Если будет война, мы будем воевать, мы будем сбивать самолеты, наши ойляи нам помогут. И вот таким образом, то есть народ был настроен именно вот этими провокаторами на войну. Хотя Джохар сделал все возможное, чтобы эта война не началась. А теперь, возвращаясь конкретно к вашему вопросу относительно роли Кадырова. Вот Алсабеков, который сначала провозгласил газоват, он пришел на площадь, он обвесился РПК, ручным пулеметом, и вот на этой площади он объявил газоват России. И когда война началась, через очень короткое время он поехал в Москву к Черномырдину, попросил прощения и извинения и уехал снова в Казахстан. А его место в Чечне занял Ахмад Кадыров. И тогда общество, российское общество, оно было категорически настроено против войны. Рядовые русские, которые были в Москве и в других частях, которые знали чеченцев, которые дружили с чеченцами, они категорически выступали против. И вот чтобы сбить вот эту волну антипротестную, вот появился муфти, который провозгласил газоват, подтвердил газоват и призвал чеченцев убить, каждому чеченцу убить 150 русских. Вот это роль Кадырова в Первую войну. И то, что он являлся их штатным агентом, этому подтверждение слова самого Кадырова. Когда начиналась вторая военная кампания, была такая передача «Взгляд», и на «Взгляд» пригласили Кадырова и Гантемирова. Гантемиров находился где-то в гостинице «Россия», а Кадыров, старший, находился непосредственно в студии на передаче «Взгляд». И Гантемиров оттуда задал вопрос ведущему,
И спросил, скажите, пусть Кадыров скажет, чем он занимался в 95-96 году. Кадыров ответил, эта передача, это в архиве, это материалы. Кадыров ответил на этот вопрос: Владимир Владимирович Путин знает, чем я занимался в 95-м и в 96-х годах. Это доказательство того, что с этого времени Кадыров продолжал сотрудничать с российскими спецслужбами. И вот второй вопрос, второй момент о роли Кадырова старшего и Кадырова младшего. Кадыров старший является одним из зачинателей второй военной кампании. Это не просто мои слова, это факты, доказанные имеющимися у нас в наличии материалами. Я хочу напомнить и вам, и всем, и моим критикам, что с периода Первой войны я был вовлечен во все политические процессы. И так сложилось так, что после гибели Джохара Дудаева Зелимханом Яндарбиевым я был назначен помощником президента Чеченской Республики Ичкерия по национальной безопасности. И уже будучи помощником по национальной безопасности Чеченской Республики, я был в курсе очень многих вопросов, которые рассматривались в наших специальных структурах, в ДГБ и в других структурах. Потому что они по долгу службы меня информировали и вводили в курс дела по тем или другим мероприятиям. И с этого времени я утверждаю, что Кадыров являлся агентом ФСБ уже к этому времени. ФСК и в последующем ФСБ. Но изначально он был завербован КГБ. И поэтому роль Кадырова в этой войне, во второй военной кампании, почему я говорю, он является зачинщиком, одним из зачинщиков, не один, не единственный, но один из зачинщиков, которые устроили вторую военную кампанию, это Ахмад Кадыров. И этот факт, если у нас имеются материалы по этому поводу, но этот факт подтвердил и сам Путин в одном из своих выступлений, по-моему, касаясь уже после гибели Кадырова, когда он дает свой комментарий, что он к нему пришел в 1998 году. Обратите внимание, Путин сам признает, что Кадыров пришел к нему не сдаваться, а пришел к нему поделиться своими мнениями. Это 98 год, нету Дагестана, нету взрывов домов в Москве, Волгодонске, Буйнакске. Идет процесс мирного налаживания. Но было однозначно уже к этому времени, когда Аслан Масхадов предложил Ельцину в 1997 году в августе подписать широкомасштабный договор о признании и установлении дипломатических отношений, вот с этого момента российские спецслужбы и начали подготовку ко второй военной кампании. Первый шаг к этому был сделан тот, что Рыбкин был отстранен от чеченского вопроса, Березовский был отстранен, Путин был назначен директором ФСБ, Черномырдин был отстранен. Все те политические деятели, которые занимались чеченским вопросом, они были отстранены и заменены другими людьми. И Путин был назначен директором ФСБ. А с момента своего назначения директором ФСБ Путин практически реанимировал все свои контакты и все связи своей агентуры, как на территории Чечни, так и на Ближнем Востоке. И поэтому подготовка к началу второй военной кампании, она шла через агентуру Ближнего Востока тоже. Были задействованы агенты внутри Чеченской Республики, но были задействованы и агентура на Ближнем Востоке. И напрямую, чтобы не вызывать подозрения у чеченских бойцов, которые были введены в заблуждение и верили, что они искренне помогают дагестанским мусульманам или пытаются установить шариат на территории Чеченской Республики, с ними на контакты выходили именно представители восточного арабского мира. Но это была агентура КГБ. И это доказанные факты. Поэтому роль Кадырова и в Первую, и Вторую войну, и Кадырова-младшего, уже предавшего и своего отца, не только чеченского, но и предавшего своего отца, она, конечно, огромна. И за все эти моменты, и за все, что было сделано в Чечне, в результате вот этих двух войн, та трагедия, которую переживают и пережили чеченцы, напрямую в этом повинны и Кадыров, и старший, и младший.
И, конечно, за это придется нести ответственность. И все, что я вам сейчас сказал, это не просто слова, это то, что имеет свою доказательную базу. И все эти материалы сохранились, они есть. Иншаллах, придет день по этим материалам. Всем, кто сегодня обслуживает уже путинистов в Чечне в лице Кадырова, сознательно или несознательно, придется отвечать. Но я думаю, что в большей степени, что произошло сегодня. Я слышу комментарии вот таких шовинистически настроенных господ и леди со стороны России, которые утверждают, что чеченцам больше никогда не победить Россию, что чеченское общество настолько расколото, что уже на перспективу можно манипулировать этим и устраивать гражданскую войну, и чеченское общество не будет единым и монолитным. Заверяю вас, господа и дамы и господа, вы ошибаетесь. Чеченское общество станет монолитным и единым. И благодаря тому, что сегодня Путин проводит в Чечне путинизацию, Россия проводит в Чечне путинизацию, за счет вот этой путинизации вы сегодня рассекретили всю свою агентуру на территории Чеченской Республики, которая была внедрена веками из поколения в поколение. Сегодня идет процесс очищения чеченского народа. И я уверен в том, что вот то, что явилось предлогом раскола чеченского общества, оно станет основной причиной объединения чеченского вопроса. И мы, иншаллах, сделаем все для того, чтобы чеченский народ снова объединился и стал единым монолитом. А относительно выиграем, не выиграем, победим, не победим, чеченский народ уже победил Россию. Мы выжили, несмотря на все то, что было сделано с чеченцами. Мы выжили, несмотря на то, что продолжают делать путинисты с чеченцами. И мы выживем, иншаллах. И мы еще станем и свободными, и спросим за все, что сделано с нами, с тех, кто в этом виноват. Российское общество в целом, оно не виновато в том, что произошло с нами. Та же самая, хотя в последующем, вернее, в самом начале, процессы, которые идут в Чечне, начали называть чеченизацией. Там покойная мой друг покойный, и Анна Политковская, и Борис Немцов, и другие политические деятели, то, что происходит в Чечне, называют чеченизацией, и в последующем жаловались на то, что теперь уже Путин проводит чеченизацию в России. Нет, это было не так. В Чечне не было чеченизации. В Чечне началась и продолжается по сей день путинизация. И все те методы, которые Путин сегодня использует и опробует в Чечне для того, чтобы завершить путинизацию всей России и части Европы, эти методы обрабатывались в Чечне. И теперь эти же методы уже давно начали переносить на саму Россию и на европейские попытки перенести это и в Европу. Потому что те альянсы, которые сегодня сотрудничают с Путиным, находясь на Западе и в западноевропейских странах, они, в принципе, являются носителями той путинской идеологии в Западную Европу. И поэтому, я думаю, это сейчас путинизм, это всеобщая проблема цивилизованного мира, не только чеченцев. И поэтому просто списывать все на то, что происходит в Чечне, будет неверно, потому что завтра придется сожалеть об этом и самим русским, и тем, кто сегодня в Европе поддерживает путинскую идеологию по чеченской теме и по чеченской проблеме. Всевышний сохранил наши жизни, наша задача противодействовать этому. Значит, на то была воля Всевышнего, что мы остались живы с тем, чтобы мы противостояли вот этому явлению. И я уверен, что мы сумеем противостоять, и мы будем способствовать тому, чтобы этот режим рухнул не только в Чечне, но он должен рухнуть в России. И только после этого могут быть изменения в самой Чечне. На все воля Всевышнего. Самое главное, мы знаем, что мы не смиримся с тем, что происходит сегодня в Чечне, и мы будем продолжать противостояние всеми доступными мерами, иншаллах. У меня еще несколько вопросов, на которые я хочу ответить сегодня. Это
Ну, это вопрос на чеченском языке. Ахмад от зуд жалеш глати и войк исма глати цакинишки язия ишт шадерик царях ляц вахадюш войт ихтихлюш ихен и дозита и хаита ларамца Мухаммад. Мухаммад от зуд жалях ляц дац إذا تعوينا واش صدق بيلرسو تاع لاتس تونا لاتس دق حاجة دينير بس حالسا قمي له حاجة إذا ألر تماجنا und بعد ديز أولشا أس ناخن بولش تومن أل در أولش خينا إير ده لوخس دوغوش وش تسون قصام أل إن استغنا تاع يقعد هم قاقني إز كوجل هو خارجنا قي هوني عادين شرنا خارجنا وجدنا تحققوا بوتين يشل أشود جيروين نصون يوغا إما الليحة تاعهم دقدي نصون يخدون أشة عضلوا بوخشة تاع ناقوست ورقة صون ويش تاع جامس ورقة زوج عليه أشة زوج على نوختش تعليلوش ناتر نو شو نقع والشوني بكيرتا زوج على ناتر عضلوا بزوج على كيرتا إذا تو جنة ألتيتيلا جنة يرتين سدات شو سوي دويتو ليش صدقك عضلة بتاعنا هات أول شينا وتزوج على وديشتك دري 100% بوتين جيتشو يريديستو ديشتك دور بتصدات أجلو ده حاصله ده وادجي ده حال إيش قلبي أنا جان دقدي أنا ألدر أسي أول شينا دات سوند أشة هختجا بوتين جيت شو نخ إز خلق سونا دات نو ألس ما قام نشوف ترم دويوس نا دات أق سون لا تعام يدرس أنت أتس في يريديس تحيو بان أس هونغوان تعليش بوشنا بان يعدل واد فيلان يجان ديلان إن شو إيش لغ أرد ولا شو إيش كرر باتسون عشان كريتش محق بالين أحمد استق واتسو بيتش إيش بقولي تدر عدلوا بيجا جاني جاشينجي نو إيشين زدات شو كرر دات إيش دلة دال ديال أول عدلوا سون دلة محمد تر عدل دوش خاطر ها هر كينش هر حاجين دو يازني صح داتش قو يازني هر subjugate or exterminate Engels matta erdeler halgar jön erdeler şol nigga hins her şodali erdeler dalmula ta qwazla nigga erdeler ta axşodali qwazla jön erdeler ta kharjin yaşa instana turkoy matti erdekkan turkoy matta dur ta polski matta hins hits zayni boylerish telefon tuatsarsyk elli kudu كيرشت إدالي بولسكي متى أردوخ بدوشاشة. أقصد هذا كوي جينا إنجلس متى أردال شود وإن شاء الله دال ملها أرسم متى أردوخ بدوشانيش. سهون دالية تانيش تغن يريديستيكا تغن سنقوان تحبوش ناخي سن آلوش تكودو شو إستوري قيال بيغر حوال وعا إستوري يازديش نو ووش إيش بيش عشو تيغات أغوشي شاشي شاشة بيش بول إيش إيش عبيش دات شاشة تيرش اللي ندالوش إيش بيش عشو إستوري ويازينا إن شاء الله دالمولا وخلا ديلا أوجلا ميشايو مياليو ماتسيو إيوان ساني تسغا تغن وخلاها أما حو حدا هونغوان دا بيش أش هنيول يامر كلو أش تان أومد يا الله توشتول حال شو إزل شو زولمش أش ميلدين دول هما إستوريا شي مخادنا ووعدين دول هم تصغيرش ودل بان دوش ديسنا دالسر وقت وقت أمشكا وقوين تعليش بوش بال نحسن قط محا أش تان هو ودي تاحا توان بيني تسابيني توان بينيشن بيل بيرشي أما تأمي أحيزن بولش ناخخ تأوسو تعنت إيالياتش تليالله سو طبعا أشسون هو تأشتاكش أشسون هو ديتش سو تغن دونين إيالوات أسا نوخشي شوحا شوز شوحاني أحقان سونا ناخ بويز ناخان ويد دويز تنديلا أش دوتش شوندو أشو أديتش دوتسك سونت إياليتر داتس
شو دل إيخش أشو أديش أش دين دول ظلمي أش بين بول وقومن الله تين الخارجوي أتصنع شو تصنع لردات هو دنيا نح شاش دين دي صح هرخال خيس لا دنيا نح جواب دل دي زادو شو دنيا نح جواب دل شو حال الدولة إيغر تاعها دال حالها هتبتي شو جواب دل دي زادو تبلغ إيشونها إسونها إن شاء الله دال لا يوين خوش ديكادو أخوينا نخا هرخال خيس لردو تعشير كويات خيس لردو ويقام برغت ديردو ويموح برغت بيربو ويبتشال خيرو قزاقي تعتخاتش در экономический وي состоятельный дуй дати экономический وي лалу дуй дару дати дер лалу дал мулахам وي طبعا يلشل потенциал и وي سورساتش وي تعدل سورساتش قي وي يل وي مخكعدل باخن بوي وي إتبيتش وي قوم تحلا أم بوي أتماشوني قسم لاتوش وي حبي أن بول وي لا أم وي لات خش إتو أردر وي قاب وي دلسة دليتا طبعا وي تتوان بيشو قاب بيشو حيوشو روسيا نجح سنة وي دعش وي ليردو أل مثل ليردو وي دهما خيردات زي غوشغ ليردو أل تان 10 minuten تار إشيكوني خواتوش دلائر تار أرب وي مثل دليت نخير در وي غوشة كرا دليت نخير در وي تان خا إخير دو تسين وي غوشة كرا ليردات إن شاء الله نوچق أم شالوش دو نوچق أم إيمان شالوش دو إيمان دولش دولش قومنا ملخش أغورا دال ساخوتsa ديش يقام دو تردات أو دنيا عليلش دولش حولها وي ملخش خينا وي شبتشال دعواتو وي велосипед ييش دات وي مصل شو دنيا دي أشواتو وي دتر يياتsa أتصحبها وي تأخ أميل ديدو قوات إيش شوها قشر بيداتر وي داقني قشر ماشون نقدر يجي إقتصادي بلوكادا يوش مصو أغورها بيش تاعت أمبولش حلت شها ويتأهلت تندل حل هتا بيخ بولش ناخن خاري تونغ لاتسا ويتأهدوتsa دو طبعا أش داستم داقشة تأخليجي لاليجي بوش داستم داقياتش شو قدو أش فيوكشتك شو يوك بروباغندا يوش دعواشي شو طبعا يتأهبولت يقولش دول شوار شين شاش دوتشنا اشتيشي تغياتش دو شو أم اشتساتيش هند أتش ويتأخلش دول تقوم شوار نوختش جواردوي نوختش وان خبوش تيدوي وين تيدوي جانش أولسنا إيشوغ خيتسا إيشوغ أرلورياتس هروا إستوريا جنة دوين حدا وشون دور إيشوغ أرلور تسغيلر وين جمع جيريز مسيح شقوش على دنيات سنة إكيجي بيش أردوال باشي يور تسيلة ألا تار دقيق مش بيش تار دينيك شون خامة أي هندين در أش خيرة بير أش تاج أخمات سيلة باعتر أما إتى دبشوا دقة شو خيتسا دلا خيتسا لورداتس هند أش إتى تسيتاني دويس تسيتاني قصة دو قزعدين هريو أيلي حق يعدو سويش حق يعدو تعدير دوش مسيرجع هيت أنزوش أمين دياش هلري اشتعت مش معاه تعالى صديقة دوش قيسيو خاطرش صدر خليك شنوخا سونوخا أم أصحاب أزدينش قميلة عيلر إذا يسوش عيلة شنبوتا جرج تشنكوزو على تنويس تشنك أرى وش قوز إميتاتينا سون تيبشتوري بوش سون تقيق بوش توي سو إتصدينا سو إدأت صدير هتا أتغن سو إدير أقواليش تقشعالخ هنشول جمع وري داخل ديزا مصو أغورها دنيا نسنو هما جم ولش خينا إز قاستنا ديز قدات أقوز قا إتشرين بيال والستق ولا خيرة بيال دنيا تعنا بوصل تجن خزن دوتش هم إدويتر دري إير دري ولا خير بيال أقوز قا إتشرين بيزن والستق ما خوا شون خا ولر دقما دوغ دنيا تاع وين عند دوغ إزدات نوتشش تدا دق ولر دقم أت ولر دقهم شين حلا وقتش سو أليك ألا أزوغ باخ سو إن شاء الله دال الله سو تناق إندير ولا قيش أنا إندير ولا إيش سنق إندير بولاري سات وسس إيش هون سبيغر بوش خاطرش دي نسيو مسيتا أس إيش بيغر سو إيش باها واتر أما تارنا هو
خيرش مخكع دولش داخل الله وتشيت أعدل حال تان دعوتنا عيدل مجمعش وتعيدل كلا سويتان عشبر إنها داتس شنيش بوتيجا عاش إيش تسانيش برقط مخكع عاش أما تسان روي حبي أن بولنيق أصحاب عش بولنيق قبل بنسون تعبوا اشتري عليها أما ويقنوا أخ يغدو داتي بوشت الحل إيش يكون يتساعد وقت داتر تندير الير السيق أردول سون خير وقت أدور دو أم دلها تسار وتساعد الحل ليرر خرجت سار إيش عادي أشتيك خرجت سار تغنى وتوت عليه شوش خرجتونس ميس أرزرت الله حدك شوح إيش قبل داش هون دك شو هون تساحة حدالة عن أورا يعرف سواتوش وترواتس حدالة عن أورا يعرف سواتوش وترواتس حالا دينا تعدينا حدوزلش دينا هون تعديك إيش تعينت دينا هون تعيش وتصلى دالة أورانجا بوصل ناغي بوشتو إذا خرجتون ني ظلمني إمتالش يختو يشياتها نتباتها درس يختولش درس يختو شو تروياتها دكت قبل مديرش دكت قبل يشبر أتصوش سيجرش هاليريديس تسوي أن شوي أن شيء نحتون مرة بيعتبر شون على بيالش بيرتل بيعتبر شيء نحتار جيتر إيش عش قبل ويش خبر إيش عش قبل إتار قبل تار وربع عندوش تان دالة تيا إتن يعج ويور تان سيجان تي أنر هرسينجة تنبالة قانا ميلشونت إباتر مشتوي هرزولم ويسات صدا هروي تان يوق عليك تلوما ويوقتوها إن شاء الله دال مولها ودين ميلدو وقنو أريغو داس ودين ميلدو هر ديجيتال داس وخلا هر ديجيتال دو تشتغل حالت إقي إلاش وتعجواردو تعناخبو إن شاء الله دال مولها وتعرفت يشدو دال هر إي تان أتس دال دو حالا بولا دال ماستر قوم ماستر ليش بول نخ يشوع عشيت توش بيه دال هر درزيتك تسخيل رخصون اختياش ندوه تاق أتصل تيشلا تان أتصعدل شارع وين حقويشتو شيء سوانتليتس شيء حير بولرتس شيء بيخ بولرتس دوي بزغنولش الله دالا ونوع عشق دولار بولون بزغنولش الله دالا وقدنيا تاعها واش يحشل زام غوشخ دوغلش غوشي ديزا ديش غوشي داشا ديش مش مخكع ماشرتس مش داخرتس إير دولار بولون وزن دالت أي بيت كبير